С добрым утром, с добрым ноябрьским утром, 13 число сегодня. И несмотря на то, что ветер какой у нас юго-восточный, наверное, ветер, температура -7 на улице, оно все-таки доброе, потому что мы на реке, мы на рыбалке. И вот такая вот обстановочка реки Печоры у нас на 13 ноября. Что мы видим? Вчера вот мы здесь вот снимали. Наверное, ветер будет задувать. Тут все, ничего не изменилось. Но что изменилось на реке? Вот. Сейчас приблизим. Нет больших пластов на реке. Нет больших пластов. Идет мелкая тонкая шуга. А это значит, что Печору где-то сковала. Где-то она остановилась. Вот так же, как вчера вот остров вот здесь вот. Ледяной остров. Тут отмель. Отмель вся зашугована получается. Вот второй остров. Вот второй остров. Так, дальше видимости 0 из-за снегопада. Но река чистая. Река чистая, идет только мелкая шуга. Это значит где-то река Печора встала. Несмотря на небольшой морозец, -7. Вчера -5 было. Видать, этого хватило. Но по идее, если встала, то должна вода прибывать. Но судя по льду, да, вода немножко прибыла. Потому что вот здесь вот вчера было сухо, сегодня вода. Так и есть. Так, как бы, чтобы не задувало. Так что, не знаю, постоянный или временный, но на реке ледостав. Местами речку сковала. И по такой погоде это значит, что вот такие вот многокилометровые полыньи теперь вот будут очень и очень долго вставать. Так что рыбалка по налиму, возможно, в тех местах, где она встала, возможно, на заберегах, а в основном русле, на фарватере, в основном она пока невозможна. Так что пока рыбачим на озерах, будет у нас рыбалка на жерлице, пока возможно. Я уже вчера планы построил, все 4 озера пробовать не буду, это очень долго уйдет, но еще одно озеро, скорее всего, я попробую. Ну а пока едем, сегодня у нас по плану проверка жерлиц, и судя по тому, по результатам проверки будем уже решать, поднимать жерлицы или пока оставлять. И если будет ловиться, половим, конечно же, сегодня живцов в плотву. Погнали! Ну, здравствуй, озеро! Пока оно ничем нас не радует. Сходил до начала озера, где вчера был сход щуки, где мы продолбили лед около 4-5 метров, наверное, прорезали, достали двойник с зацепа, обломали его, насадил свежего живца. Ну, была надежда, что поклевка будет, но увы и ах, и не только там. Судя по спящим флажкам, загаров нет сегодня совсем. Хотя вчера было все насажено живыми, свеженькими живцами. Вот один, ну пока не вижу. Поближе подойдем, будет видно, но вроде бы один единственный загар. Вчера с начала озера поднял одну жерлицу, ну, у которой был двойник сломан. На то место поставил другую жерлицу, а со сломанным двойничком закинул здесь, в начале озера, ой, в центре озера. Так-то у меня жерлицы стоят слева-справа по краям. А одну единственную жерлицу кинул на середину, вот ту, которую вчера я поднял. И именно она, одна единственная по центру, сработала.
Вот как-то вот так надо пробовать ставить везде. Привыкли мы ставить по краям. И ставим по краям, как бы где помельче, ближе к берегу. А раз на раз не приходится. Так что, если там загар есть, сейчас мы ее проверим. И будем переставлять наши жерлицы по центру. Возможно, щука перешла туда, где глубже. Да, один единственный загар. Вот он по центру озера. Прям рядом с тем местом, где мы ловим плотву. И сейчас мы сразу же, конечно, проверим ее. А, вижу еще один загар. Вон второй загар на правом берегу. Ага, уже хорошо. И один флажок походу валяется. А, нет, третий загар. 3 загара. Один на левом берегу, один на правом берегу и один по центру. 3 загара. Ну, уже хорошо. Уже есть надежда. И сейчас мы это дело посмотрим. GoPro стоп видео. Так. Начнем с центральной. Вымотана полностью до петли. Значит, щука здесь была. Несколько живчиков у нас осталось. Карасиком, походу, конец фильма пришел. Да. Карасики уже не шевелятся. Плотвички вроде пока живые еще. Так, ну что, смотрим. Так. Замерзла. Все-таки минус 7. Ух ты. Неплохо замерзла. Ух ты. Мы вышли из бухты. Ну, я думаю, достаточно. Так. Опа, есть кто-то есть. Кто-то дергает. Вот пальцем держу леску, и меня потянуло. Что-то пока есть. А дойдет ли на лед, это только одному Богу известно. Если наша, то дойдет. Если наша Маша, то она наша. Натяжка не сильная, идет спокойно. Пока. Сейчас к лунке подойдет, будет ерепениться. Вот. Пошла туда. Пошла сюда. Вот она. Грязная какая. Ну вот, начало есть. Она на дне, что ли, лежала. Вся испачкалась. Вот, заглотила до желудка. Плотвичка наша ей понравилась. Усыпляющие, снотворные. Ну, начало есть. Небольшая щучка. И у нас еще одна сработка на правом берегу и одна на левом. Сейчас мы их и посмотрим тоже. Так, ну, прежде чем приступить к проверке наших продольников, надо делать ревизию. Вон, подохли наши карасики подохли. Вот подохла плотва. О, Масянька будет рада. Вон эта здоровенная кобыла подохла. Вот еще трупак. Раз, два, три, 4, 5, 6 живцов остались живы. Надо поменять водички. Видать, теплая. Летняя кухня рыбке не очень нравится. Вчера рыба была во льду, я не стал здесь оставлять, думаю, чтобы не замерзла. Они бы тоже все подохли. Сегодня мы термос взяли. Сейчас сполоснем немножко. Наберем свеженькие водички.
И живцам будет хорошо. GoPro стоп видео. Достаточно. Так, ну чё? Вот это, наверное, тоже дохлый, да? Да, конечно. Раз живой, два живой, три живой, 4 живой. Ну, эти, конечно, здоровые кобылы, но ладно, пусть пока поплавают. Пойдем проверим. Две наши жерлицы сработанные, 2 загара. И половим, пожалуй, живчиков. Я так думаю. Если будут ловиться, конечно. Так, сначала берег левый. Так. До петли, значит, рыба здесь была однозначно. Рыбка здесь у нас была. Сейчас мы посмотрим, осталась она, не осталась. Вчера не поленился. Все жерлицы, независимо от того, сработанные, не сработанные, просверлил рядом лунку и переставил, чтобы, если сегодня не будем поднимать, переставлю опять, потому что если долго не проверять, лунка, она потом стягивается с краев. Если щука крупная, то может не пролезть. Крупные щуки до 3-4 килограммов здесь есть. Ловили сами. Прошлый год одна трофейная была. Ну что, поехали. Ага, ага, она вот там. Почему-то все на берег тащат, в траву. В траве что-то пока идет, совершенно пока не дергает. Полностью запутанная в траву. Так, пока пошла. Пока пошла. Вроде дернула даже пару раз. Но идет очень тяжело. Но это не факт, конечно, что это такая здоровая щука. Была бы здоровая, тут уже война бы была. Все, пошла легко. Пошла легко. Так, 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 так. Вот она. Ну, такая же. Госстандарт. Ну, не хочешь, как хочешь. Сейчас успокоительное пропишем. Вот так. Попала у нас на что? На плотву. На плотвичку, на плотву. Не зря вчера, значит, мы проделали эту работу. Вот так вот можно легко и просто освобождать даже с самого желудка. Вот так вот. Все-таки двойник — это вещь. О, наши живчики, походу, все окочурились. Ладно, пока временно поставим. Видать, резкий перепад температуры. Вода была теплая, а мы их закинули в холодную, и они замерзли. Сейчас, если наловим живцов, поменяем этих живчиков, а этих отвезем Масяне. Прочитал в комментариях, там какой-то умник учит меня ловить рыбу на жерлицу. А, говорит, типа, все понятно, почему, говорит, у тебя рыба не клюет, ты, говорит, неправильно ставишь жерлицы, и у тебя рыба наверху. Потому что у тебя груз скользящий, типа.
Сначала наверху написал, потом рыба лежит на дне. Вот тут вот сантиметров 20 поводок. По идее 3 оборота хватает. Обычно, когда я устанавливаю жерлицы, я даже без живца отпускаю. Но этот живец еле дохлый. Тут его, что он есть, что он нету. Вот груз ложится на дно. Груз ложится на дно. Вот, все, на дне он уже. Вот это у меня 1,5 метра, не больше запаса, чтобы сильно щука не разгуливалась, чтобы не зацепила никакую корягу. Вон, определяю, где лежит груз. Вернее, он-то лежит на дне, то есть я ищу вот дно. Вот оно дно. Все, нашли. Подтягиваю, чтобы вот все, 100% вот здесь вот дно. И смотрите, груз сейчас на дне. 1, 2, 3 уже достаточно. Но я на всякий случай вот 4 или даже 5 делаю. То есть груз у нас получается выше дна, вот если это дно. 1, 2, 3, 4. Вот так вот примерно у нас лежит груз. Тут поводок сантиметров 20, 30, а то и 40. Живец находится выше дна. И какого хрена тут умничать, что живец лежит на дне? Из-за этого, говорит, рыба не клюет. Вот, пожалуйста. Все ловится, все хорошо. Так что, умник, не помню, как тебя по имени-отчеству, умничай у себя на водоеме. Мы тут, как говорится, умничаем сами. Вернее, не умничаем, а делаем так, как надо, и делаем правильно. Ну, пожалуйста, пишите свои доводы, свои комментарии. Мы прочитаем, послушаем. Умников тоже бывает интересно послушать. Так, что, друзья, я вижу? Во-первых, вижу, что у нас еще одна 4-я сработка, вроде бы там самая последняя в конце озера жерлица, которая уже у нас поймала одну щуку. Опять же сработала. И мы, конечно же, сходим и проверим ее. Но сначала проверим здесь. Так, что у нас? До петли, значит, и здесь рыба была. Живет. Опа, о, и рыба есть, видите, да? Рыба здесь есть. Рыба здесь была, рыба здесь есть. Рыба здесь дергает. И сейчас мы эту рыбу будем пробовать вытащить на лед. Сделаем пошире луночку, чтобы не скрипело по краям, когда будет лезть. Это как раз тот момент, когда плотность не очень хорошо. Пусть лучше будет попросторнее. Так. Ну что, Гюльчатай, покажешь зубастое личико нам? Горбатый. Выходи, горбатый. Так, пока есть. Пока идет. Пока идет спокойненько. Но сейчас к лунке подойдет, спокойствие на этом закончится. Ну, такая. Не совсем-то худенькая по весу. Хоть идет спокойно. Вот она. Опа, опа. Тихо, 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 моя хорошая. Вот она. Вот она, енцекадан, енцекадан. Вот это уже более-менее не хвастай. Это уже у нас тоже ближе к двушке уже. От красота. От красота. Успокоительная. Да-да-да. От экстаза аж задергалась в конвульсиях. Так, так, так. Сказала А. Скажи и Б. Так. Освобождаем. Двойничок легко и просто. Вот так вот. Вытаскиваем с желудка. Вот она. В самом желудке двойничок. Так что вот такие вот маленькие двойнички тоже работают неплохо. Щука заглатывает до желудка. И уже никуда она не денется.
Ну, как-то вот так. Вот эта красота уже мне нравится. Янцикаден. Вот это уже красиво. Вот это уже хорошо. Да-да-да, друзья, я не ошибся. Горит флажок в тумане дня. А порадует ли он меня? Сейчас мы это увидим. О, ого! Видали, да? Видали? Видали, да? Он сказал, порадует ли он, кивнув так головой. Да-да-да, сказал, порадует. Так, надеюсь, все видно. Аккуратненько. Сейчас спешка здесь точно не нужна. Спешка здесь точно не нужна. Здесь у нас уже эта жерлица одну щуку поймала. А прибавится ли звездочка на борту самолета? Надо действительно взять гвоздики, царапать звездочки. Сколько жерлиц, ой, сколько щук поймала та или иная жерлица. Это, кстати, идея. Вот сюда уже одну звездочку можно рисовать, одну щуку, и хорошенькую она уже поймала. Значит, я с местом угадал. Говорят, поймал щуку, переставляй жерлицу. Ну вот, позавчера щука была, вчера ее не было. И сегодня, как мы видим, пошла поклевочка. Так, все, надеюсь, видно. Ну, с Богом. Иди, зубастая хорошая моя. Иди, зубастик. В траве, в траве. Я знаю, что тут в траве. Главное, никакую корягу не намотай. То, что трава, это ерунда. Пока идет, пока спокойно. Нет, уже начинает дергаться, сопротивляться. Опа. Глубина здесь в конце озера небольшая, как и в начале. И очень много травы. Так, вот она, вот она. Вот она, вот она, вот она. Вот она, Янцикаден. Видно, что была в сетке, вон. Побывала эта щука в сетке уже, вон. Видно от ячеи. Кому-то что-то она в сетку попадала. Или что, от чего это, как вы думаете, полоса? По-любому от сетки, наверное. И вот. Сейчас мы выпишем тебе сонную таблетку. Успокойся, подруга, с миром. Так, 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 вот он, вот она. Плотва, а тут что-то есть. Так что нам попалась какая-то воровка, походу. Какая-то воровка. Сейчас вскрытие покажет у нас, что у нас там. Что у нас там? Ну, что-то в желудке там у нее есть. Может быть, конечно, и она сама кого-то поймала. Так. Так, так, так. Так, вот так. А, немножко по-другому двойник, думаю, что он не выходит. Вот так вот. Вот так вот освободили. И вот так вот. Легко и просто. Можно без зевника, без нифига. Нормальная щучка. Около килограмма. Янцикаден. Янцикаден. Вот так вот. Начало вроде бы вышли на лед. Ничего не обещало. А потом одна. Увидели один загар. Второй загар. Третий. Ну и потом четвертый. И все 4 зубастые хищницы у нас на льду. Все здорово. Все просто великолепно. Янцикаден. Так что умник, который писал комментарий, что я не умею ставить жерлицы, смотри сам. Если бы я не умел, если бы живец лежал на дне, то рыба бы не попадала. Ну, ты не прав. Ну, а мы продолжаем. Сейчас маленького живца, пока он шевелит жабрами, пока закинем. Попробуем половить
еще живца. Если мы его поймаем, то потом, после обеда, конечно же, все жерлицы снарядим новыми живцами. Пока сегодня жерлицы не поднимаем. Пока еще на этом озере щука есть. Ну что, попробуем половить живцов. Пока ничем не прикармливаем, пока не кидаю камеру, просто на дурнину. Вот. Забыл поджопник. Вот поставим пока так вот. Вот так вот. Уже теплее. Так. Ну, посмотрим, на что скажет сегодня плотва нам. Убираем сразу, пока не замерзла. Все льдинки, чтобы в дальнейшем не мешались, не цеплялись, чтобы леска за них не цеплялась. Вот так вот. Вот так вот. Так, ну и поехали. Сегодня у нас немножко попрохладнее. Да и ветерок. Лунка будет замерзать быстрее. Руки будут мерзнуть больше. Так что, если будет ловиться, половим до тех пор, пока не будем замерзать. И потом, как обычно, кружку чая горячего с термоса и ледобур в руки. Будем переставлять жерлицы местами. Те, которые давненько уже не работают. Так, дно мы нашли. Так, ставим удочку и смотрим. Если плотва есть, поклевка должна сразу последовать. Сразу поклевки нет. Значит, нет, есть поклевка. Поклевочка есть, значит, плотва здесь есть, никуда она не делась. Вот она, поклевка. И потом, конечно же, кинем несколько. Ух ты! Нифига себе! Вот это была поклевка. Оп. Так, это что там такое борзые? Видали, да? С разбегу. Надеюсь, это не щука. Не, щука бы уже... Хотя мормышка маленькая, могла и промахнуться. Между зубов выскользнуть. Ну, что-то шустрые, борзые, резкие. Так, ну что у нас? О! Машина. Едет уже обратно. А нет, это снегоход. На буране кто-то катается. Или Дениска, или Никитос. Но машина туда тоже дальше на озера поехала сегодня. Все думают, чем дальше, тем лучше. Ну, вот на самом ближнем рыбачим и ничего, без рыбы не сидим. Сколько у нас уже? 10, 11, 17 или 18 щук мы уже поймали с этого озера. Так, что-то не хотят. Сейчас мы закинем сюда гранулы прикормки тутти-фрутти. И потом закинем камеру и посмотрим, есть рыба здесь, нету ее. Во-во-во-во-во. Рыба есть. Ну, блин,
Я что-то не могу ее поймать никак. Почему-то. Почему-то. Скорее всего, торчит крючок. Скорее всего, сбили опарыша, наверное, я так думаю. Надо поправлять. Ну, вчера также начиналось. Вроде бы нехотя. Потом расклевали. Но сегодня ветер поменялся. Вчера он дул с севера, а сегодня юго-восток. Может быть, что-то и поменяется, может быть, и не получится половить. Так, ладно. Не будем экспериментировать, сделаем все как обычно. Закинем немножко прикормки и глянем в камеру. Так. Это вам, это вам. Кормить у вас не собираемся. Мы просто немножко вас прикормим для запаха. Удобно, когда гранулами. Прикормка не надо разбавлять водой там туда-сюда. Покрошил немножко и все хорошо. Став сбор. Текс. Ну давайте попробуем отпустить камеру. Оп. Уже поклевки. Вижу поклевку. Да, хоть пусть она будет так. Что там у нас? Что там у нас клюет? Ну, давай, начинай уже. Во, пошел. Может быть, эта прикормка как-то активирует рыбу, я не знаю. Говорят же, там активатор клёва. Блин, покупал много всяких вот этих аттрактантов, концентратов всяких. Что-то никогда толком не пробую. Вернее, пробовал, но если рыба не ловится, она и с аттрактантами не ловится. Если она ловится, и без них вот она ловится, и как-то улучшает или замедляет. Не сравнивал. Пока вот вижу, что рыба берет очень и очень вяло. Вот. Вот. Нет. Никак не хочет. Вот кто-то вроде более такой активный подошел. Ну-ка попробуем на игру. Чуть-чуть отпустим на дно. Вот, на дно. Вот так вот. Может, у нас высоко было? Вот так. О, вроде получше пошли поклевки. Возле самого дна рыба. О. А у нас было чуть выше, сантиметров 5, может быть. Может быть, и по этой причине. Да что такое? Сегодня мы поймаем первую рыбу, не поймаем, блин. Так, бог с ним. С этой рыбой мозги компасируют только. Давайте лучше посмотрим подводный мир вместе с вами. Так, включаем. Включили. И сейчас мы это посмотрим. Вот лед у нас вот такой вот толщины.
Не такой он уже толстый. Сантиметров 5 уже есть, наверное. И плавненько начинаем отпускать нашу камеру. Вон. Как мы видим, в толще воды рыбы нет. Так, приближаемся к дну. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, так, так. Вот оно. Дно. И как мы видим, на дне ничего нет, кроме нашей палки. Ха-ха-ха. Вот наша... Нет, есть вон плотвичка. Вон вторая. Рыба есть, но что-то она... Нет, вот они плавают, плавают, мои хорошие. Так, это у нас хорошо, то, что плотва есть. Вот они плавают. Плотвы достаточно. Вот наша прикормка, вот окушок, вот второй. Что там они? Так, сейчас нам надо найти нашу мормышку. Где она тут есть? Где она тут есть? Вот так вот ее не видно. А потом, когда монтируешь вот здесь, вот слева от палки, она должна быть, по идее. Рыбы достаточно, рыба есть. Сейчас настрою все и будем потом снимать уж, пока выключаемся. Выключаю. Ну вот, все настроил. Включаем запись. Вот она наша мормышечка, вот она. Сейчас мы будем смотреть. Вот. Подошла, нюхает. Что-то не понравилось. Оп. Не успели. Оп. Не успели. На кивок пока не смотрю, пока попробую приглядку половить. Оп. Не успели. Что-то они нюхают, пробуют, но не заглатывают. Раз. Успели. Успели. Вот первая плотвичка. Первая плотвичка. На сегодня как раз живчиковый размер. Самое то. Так. Поехали дальше. Живец есть. Значит, опа! А у нас работка. А у нас работочка. Так что есть шанс, то, что можем что-нибудь допоймать. Оп, вот так вот. Приглядку тоже у нас получается ловить. Вот второй живец. Процесс пошел, так сказать. Так, надо сходить посмотреть. В принципе,
Если щука наша, то она заглотит до желудка, да и все. Спешить тут нечего. Единственное, то, что она может затащить куда-то в корягу, если долго гулять. Вот это да. Ну-ка. Что-то я не вижу. Что-то не вижу, видать, камера сбилась. Ну и ладно. Так. Что-то камера начала моргать. Вода попала, что ли? Или провод замыкает где-то. Ладно. Не вижу я там мормышку в камере. Будем ловить так. Вот они плавают. Видать, камеру рыба, наверное, пока вытаскивали, задели. Ладно, выключаем запись подводной камеры. Выключаем. И выключаемся здесь. Живцы живцами. Но сидеть спокойно. Когда загорелся флажок, тоже как бы не очень спокойно сидится. Пойдемте глянем. Прибавится в нашем улове зубастая. Не прибавится. Сейчас мы это глянем. Сработала не свежая, вчерашняя жерлица. Сегодня мы ее не проверяли. Но вчера наживляли свеженьким живцом. И что мы видим? Тут была капроновая нитка. И она, походу, покрутила ее нехило. Так. Взглянем. Так. Так, ну, надеюсь, пролезет. Надеюсь, пролезет. Что-то не дергает никто. Или запуталась куда-то, или ушла. Вот этот бугорок еще снесем. Все. Теперь точно пролезет. Килограмма 3. Захватить, наверное, она, я так думаю, успела за это время. Минут 5 прошло как минимум с момента загара. Ну что, с Богом, пробуем. Ушла куда-то туда. Не, идет легко. Так что ничегошеньки у нас здесь нет. Рыба была. И рыба ушла. Окушка дернула. Ну ничего, сейчас не захотела на окушка. Сейчас мы закинем плотву. И посмотрим, что ты нам скажешь на плотвичку. В принципе, если она здесь рядом находится, может ударить прямо на спуске. Вот такую вот плотвичку свеженькую, свежевыловленную, шустренькую, красивенькую нацепляем. И отпускаем. Ну давай, бабаш. Давай. Бывает так вот, если она рядом стоит, бьет сразу.
Бывает, но не всегда. Когда голодная, когда позавчера у нас, да, щука-то вечером, вот там, поднимаю, и она за живцом идет. О, это что? Это ничего. И прямо уже возле до лунки сопроводила и ушла. Так, вот здесь вот у нас лески не хватило, намотал капроновую нитку. Так, здесь вот у нас дно. Раз, два, три и 4 оборота. Какой нахер живец лежит на дне? Ничего на дне не лежит. Он полметра почти от дна выше. Так, ну что, подождем. Как минимум одна щука здесь есть. Запомним эту жерлицу. Так, там пока у нас тихо, здесь везде тихо. Ждем дальнейших сработок. Что-то у меня чуйка такая, что здесь скоро она будет. Так, ну что, щуку у нас поймать не получилось. Поменял удочку. Поставил, вернее, взял удочку с вольфрамовой тяжелой мормышечкой. Она маленькая, но, как говорится, тяжелая. Была коза когда-то с 2 крючками, потом один крючок обломался. Сейчас ее полностью доломал, и сейчас это обыкновенная простая вольфрамовая мормышка, черненькая. Раньше была, сейчас она уже краска почти облезла. Просто черная с серебристым цветом, такая перемешку. И насадка опарыша. Как бы она чуть потяжелее, тонет быстрее. И, как мы видим, одну плотву я уже поймал. Вон пошла опять поклевка. Тут у меня камера что-то сбилась. Включил, но на запись нет пока. Видел плотву. Вот. Что-то пошла замыкать. Скоро, наверное, навернется. Вот. Все, походу. Походу, что-то уже навернулось. Все, пошел черный экран. Ага. Скорее всего, попала вода в камеру, вот. Или где-то провод замыкает. Вот. Вот она сегодня что-то вся дерганная. Видим, что плавает плотва. Но мормышки своей я тут пока не вижу. Не туда повернуто. Сейчас попробуем крутануть. Так. Она где-то здесь вот была. Слева от этой коряги. Ну все, вроде бы как настроили. Включаем запись. Видим морду окуня. Смотрит прямо в камеру. Акушарик. Вот. И вот она, наша мормышка. Вот она, наша мормышка. Сейчас ее поднимем повыше от дна. Вот так. И будем ждать поклевки. Будем ждать поклевки. Так. Так. Есть? Нету. Блин, первый раз подсек, но не поднял.
Где она у нас? Потеряли. Не вижу. Сбилась, что ли? Вижу, что рыба жрет прикормку. Вот она, мормышка наша. Есть. Плохо видно в камеру. Вот такие вот живчиковые плотвички у нас. 3 плотвы, которых отвозил домой, походу окочурились в конец. Не понравилось им, походу, резкая смена температуры. Вода была теплая дома. Я их резко поменял воду. Так, что тут у нас? Рыба питается прикормкой, вижу. А мормышку свою не вижу. Значит, прикормка у нас рабочая, 100%, если они ее жрут. Так, опа. Сам не понял, как клюнула. Но весь что-то есть. Вот она. Ладно, не будем смотреть мы в эту камеру. Посмотрите вы потом, что там получилось. Что там она засняла. А мы попробуем так по кивку определять поклевки. Потому что я в монитор свою мормышку не вижу. Немножко отсвечивает. А, все, теперь вижу. Теперь вижу. Вижу, что рыба питается. Вот вроде ест. Так, не успели. Оп. Успели. Шустренькая плотва. Получается, действительно, эта прикормка активирует клев. До того, как мы ее подсыпали, рыба еле-еле прикормку это нюхала. А сейчас она хапанула немножко этого запаха тутти-фрути и вроде бы стала активнее. Не знаю, может быть и в этом причина. Может, просто время клёва пришло. Но рыба стала вот активнее, как бы. Во-первых, ее стало здесь больше. Во-вторых, вот она. Во-вторых, она начала обращать внимание на этого опарыша. Вот ее сколько здесь. Раз. Блин, плохо видно. Так. А, пошел. Этого мы видели, как он. Опа, ушел. Ушел, обещал вернуться. Так. Что там у нас? Не загорелось? Ничего. Пока ничего. Ну, ничего так ничего. У нас время есть. Сегодня у нас по плану ловля живца. Так, раз. Ну, окунь свалил оттуда нахрен. Не видно ничего. Так, раз. Опа. Вот так вот. В приглядку тоже можно ловить. Опа. В приглядку, скажи, тоже можно ловить. Все-таки вольфрамовая мормышка, что ни говори, лучше. Хоть тонет быстрее. Единственное, то что ветер сегодня оттуда, и левой рукой как бы не совсем удобно. Ну ничего, нормально. Получается же. Получается. Раз. Оп. Иди сюда, мой плотвичонок. Вот так вот. Вот так вот надо. Надо вот так. Так.
Опарыш спрятал только жало. Не стал цеплять ни второго, ни третьего. Я считаю, это лишнее. Кто-то сейчас напишет, что я опять неправильно. И плотву ловлю неправильно. Правильно, неправильно, главное, она ловится. Так, ну, кто смелый? Окунь подходит, что ли? Окунь мне не нужен. Хотя на окуня мы тоже щуку поймали. Вчера и сейчас сработка на окуня была. Заметьте, ни одной крупной особи нет. Ни окуня, ни плотвы. Так, ну, где вы там? Блин, капля прямо. И так ничего не видно, еще и снег падает на монитор. Но камера скоро, наверное, навернется уже. Что-то она пошла замыкать. Так. Ну что вы там? Прикормку жрут, а опарыши не хотят. Сейчас начал замерзать уже потихоньку. Еще минут 5 от силы половлю плотву. Потом возьму в руки ледобур и немножко поработаем, погреемся. И погоняю блесну, наверное, по периметру озера всего. Оп. Не. Где там? Куда-то там. Оп. Блин. Блин, плохо видно. Оп, есть. Нет, нету. Так, ладненько. Сколько у нас там? 8 минут съемки уже. Ладненько, хватит, наверное, пока. Пока выключаем. Сами пока посмотрим. Потому что, думаю, постоянно смотреть одно и то же подводный мир и интересного мало. Если что, пишите в комментариях. Мне снять не трудно. Главное настроить, чтобы камера... О, окунь подошел, окунь. Чтобы камера смотрела на мормышку. А так, вон, окуня подошли, плотва куда-то ушла. Одни полосатики вокруг стали. Вот он. Прямо в камеру смотрит. Так, ладненько. Выключаем пока эту камеру полностью. Пусть отдохнет. Убирать пока не будем. Может быть, не собьется за это время. Так. Там наши 3 крупные плотвы лежат на боку, но жабрами дышат. Шоковый перепад температуры для них хреново сказался. Скорее всего, они сдохнут. Но сдохнут, так сдохнут. Масяня съест. Так, сами начали замерзать. Сейчас Чайковского глотну с термоса и пойдем немножко побуримся и немножко побегаем блесной. Может быть, получится половить окуня. Так, ну чё? Подзамерз немножко. Немножко согрелся. Пробурив лунки, вон с десяток лунок. Но еще не совсем. В общем, пробую на такую вот блесенку. Подарок Михаил Пантелей мне подарил несколько блесенок. Уже раза 3 тоже отправлял. Привет, Михаил. Спасибо тебе огромное за блесна. Блесна рабочие. Но сегодня, походу, уже 3-ю лунку проверяю. Поклевок пока нет. Окуня здесь много, особенно мелкого. Есть щука, как бы, по идее, может хапнуть и оторвать, потому что без поводка. Прошлый год мне ратлина щука ворвала здесь. Ну, сегодня, видать, ветер поменялся. Восточный.
юго-восток. И даже вот опарыша окунь не берет совсем. Блесну тоже брать не хочет. Немножко лунок 10 покидаю. Потом в другом месте пробурюсь, покидаю. В третьем. И вернемся к прикормленной лунке. Там нет-нет, да плотвичка все-таки более-менее голодная берет. Окунь брать сегодня не хочет. Но время полдень. Может быть, из-за этого днем обычно вообще не ловится. Когда не ловится. Ладно. Покидаем. А вдруг? Чем черт не шутит? Тут бывает так вот, на мормышку не ловится, а на блесну нет-нет, доберет. В общем, до первой поклевки. Если что-то клюнет, сделаем включение. Так, друзья, что, обуривая озеро, вот так вот, метров 15, наверное, от берега, метров 10-15, расстояние метров 5-6, наверное, 7. И что я вижу? У нас сработочка. Сработочка. Вот здесь очень долго стояла елка, как Пизанская башня, наклоненная вот так вот. Вот эта елка. Года 3 назад, наверное, она все-таки прогнила, упала. И унесло ее большой водой в конец озера. Сначала на левом берегу была год. И сейчас в конец озера на правом берегу она прогнившая. Так, ну что у нас тут? Сработочка. Здесь эта жерлица у нас уже... Здесь был сход. Одно время щука украла карася. Так, что у нас? Вымотала полностью до петли. И без пешни тут делать нечего. Что-то даже вроде бы как есть. Так, что? Пошли за пешней. Так, наверное, не продолбить. Ладненько. Сходим за пешней и посмотрим. Возможно, здесь есть зубастые. Так. О! Жерлица встала на место. Я ее убирал в сторону. Значит, что-то здесь есть. Я вот так вот она была. Вот так вот она была. О. И о, щука там есть. Пока есть. Хорошо еще лед пока не толстый. Глубоко не промерзает. Сейчас бы пришлось. И вот я из-за этого не люблю зимой рыбачить на жерлице. Нет смысла, лучше палки ставить пешней. Вот весной, когда уже тепло, или осенью, когда лед тонкий, это другое дело. Так, ну что, зубастая? Ты моя Маша или не моя Маша? Так, надеюсь, видно. Что-то пока ничего не чувствую. Нет, что-то потяжки есть, но маленькая машулька. Подергивает, но очень маленькая. Наверное, еще и сойдет. Я так думаю. Вот она. Пойдет. Не сошла, значит, Машенька моя. Моя Маруська. Вот так вот. Вот так вот. Сонную таблетку тебе. Харю. Так,
Ах ты. До самого желудка. Но мы такие вещи уже проходили. И знаем, что делать, когда вы заглатываете до самого желудка. Вот крючок вытащили. Это убрали. И еще плюс один. 5-я на сегодня, Енскадан. Так, ну и чё? Что с плотвою? А с плотвою ничего. Живцу надо будет еще и живца принести. Ладно, пока нацепим тебя со спины, пока ходим за живцами. А вдруг, чем черт не шутит, вдруг они с Тамарой ходят парой. И отпускаем. Пока. Сейчас ходим за живчиком и поменяем потом. Так, проверили жерлицу, поймали щуку. Пришел, включил камеру, а тут плотвы немерено. Вон, смотрите сами. Включаю. Вот ее здесь сколько. Подошли к прикормке. Прикормка, мы видим, действительно рабочая. Закинул удочку. И вот, вторая плотва уже. Вторая плотвичка. Или она начала ловиться, или не знаю что, но пока ловится, мы не будем терять драгоценное время. И, конечно же, половим живца. 2 плотвы я уже поймал. Ну, прикормка вон имеет место быть. Плотва в огромном количестве подошла и жрет эту приманку. Так, и не только приманку, а также она жрет и опарыша. Ушла. Обещала вернуться. Вот она прыгает, наша 5-я щуренция. Нормально. Вот ее сколько здесь. Вот ее сколько здесь. Так, не вижу. Ничего не вижу. Какая-то муть. Падает сверху. Что за фигня? Такое ощущение, что кто-то хвостом маханул и распугал всю стайку. Вон начали новые подходить. Возможно, может быть, и щука приходила. Может быть, надо эту жерлицу поставить поближе. Вот так вот. Что-то я не понял, не видел ничего. Но потом запись покажет. Возможно, щука расшугала всю толпу, потому что было очень много плотвы, и ее не стало. Сейчас вот она по новой начала немного подходить. Так что оставляем мы пока этого окуня, пока ловится плотва, будем ловить плотву. Потому что на то озеро, куда я планирую ехать, переезжать с жерлицами, такого количества живцов нет, не поймать. Если даже есть плотва там, это редкость, и она крупная. А тут самое то. Не вижу нашу мормышку. Отсвечивает, вообще ничего не вижу. Но клюет. Не видно, но клюет. Нифига не видно. Не знаю, видно ли для записи в камере.
Но то, что ее тут много-много плавает на прикормленной лунке, я это вижу. Так, ладно, видимости 0, 4 минуты пописали. Хватит. Камеру подводную выключаем. А так, в принципе, ну что ее наблюдать? Выключаем это. Видно, что ее здесь немерено. Плотвы много. И мы ее немножко половим, если будет ловиться. Если не будет, то пойдем поблесним окушков, если получится. Ну вот, тишина. Так хорошо все начиналось. Сколько мы, 2 или 3 плотвички успели поймать. Вот еще одна. Ну хотя бы так, изредка поклевки есть, уже хорошо. Вон, опа, аккуратней ты, сотрясение мозга будет, будешь срать где попало. Попробуем еще опарыша подцепить дополнительно. Так, ну вот, вроде бы все наладилось, поклевки пошли. И это здорово. Значит, мы вот таких вот живчиков сейчас наловим. Они всегда пригодятся. Главное их сохранить. Куда-то в тюрьму закинем. А так и для рыбалки на жерлице по щукам. И для налимов, если что. Я так думаю, налим тоже от такой наживки не откажется. Я так думаю, не хуже, чем ерша она будет есть, потому что сколько замечал, весной особенно, вот когда уже ерш висит на продольниках, пофиг, ерша никто не трогает, ни щука, ни налим. А попадется сижок, обязательно, он или обсосанный налимов, или покусанный щукой. То есть сига любят все, не только люди, но и рыба, хищники тоже. А чё ёрш? Хотя и говорят, что ёрш там лучшая наживка для налима. Ну, я б тут поспорил. Это все зависит от региона, от воды. Где-то на дохлого ерша налим берет. У нас, если ёрш сдохнет, бесполезно, сколько бы он ни висел, никто уже туда не попадет. На тухлого, вонючего, дохлого ерша. На лесных речках, говорят, берет на дохлого. Не знаю. На мойву, говорят, на лесных речках щука берет. Я вот пробовал на озере. Бесполезно. Везде по-разному. Так что не стоит утверждать, как правило, то, что работает на одном водоеме. Это не факт, что оно будет работать в другом водоеме, в другом регионе. Ну, как-то вот так. Долго мы здесь, конечно, не просидим с таким ветром. -7 с ветром и со снегом. Приятного мало. Ну, сколько сможем, посидим. Потом оденем перчатки и пойдем проверять лунки на блесну. А вдруг? Крупный окунь мне как бы не нужен. Осенью я поймал, засолил ведерочко. 5-литровое ведерочко дочке отправил, сыну отправил 5-литровое ведерочко, одного ведра нет. Пол 20-ки еще осталось. Так что на ползимы хватит точно. Окуня там, плотва, язь еще есть. Щук вот сейчас уже подсолили, свеженьких. Нормально. Без рыбы не сидим. Каждый ужин мы кушаем рыбку. На выбор. Солененькая, свежепросольная, жареная, всякое разное. Как-то вот так. Плотва вон какая красивая, синевое же отливает, голубого цвета. Это контуженная, которая спрыгнула, вот. Долго не проживет, наверное. Мы ее сейчас и прицепим, пусть там в предсмертных конвульсиях подергается, может быть, кто-нибудь еще заметит. 2 щуки талунка уже поймала.
Оп. Подтекли. И вот сейчас вот мы ее вот так ведро отпустим, и она должна отцепиться, по идее. Не отцепилась. Нет, отцепилась. Все хорошо. Вот как-то вот так. Ловим живцов. Так, друзья. Хорошие новости. У нас новый загар. И это... Нет, это здесь нет. Ну, в общем, новый загар. Не будем терять времени. Берем, не помню, мы туда ходили, не ходили. Это походу та же жерлица, которую мы сегодня уже проверяли. Так что... Нет, пешню все-таки возьмем, вдруг я ошибся. Ой, уже подстыл немножко. Живцом мы подергали, штук, наверное, десяток точно поймали. И сейчас проверим, что у нас там сработало. До этого был загар метров 15 ближе сюда. Сейчас сработала следующая. Возможно, это та щука, только немножко отошла. Ну, посмотрим. Какая бы ни была, если наша Маша, то значит наша Маша. Для пешню поклевка была там, сейчас здесь. Сегодня мы ее не проверяли, так что без пешни бы пришлось бы опять бежать за пешней. Что у нас тут? Ага. Не вымотала ни хрена. Ни хрена не вымотала. Так что здесь, скорее всего, щуки нет. Или только-только сработала, она не заглотила. Не знаю. Так, раз, два, три, четыре. Поставим на место и все равно проверим, что там. Может, живца покусала, может, что. Раз пришли уже, давайте поменяем. Но что это была щука 100%. Потому что с вчерашнего дня жерлица стояла. Никто ее не трогал. И ни с того, ни с сего сама бы никак не могла сработать. Ветра нету. Птиц нету. Лед здесь потолще немного. Намерз. Пораньше. Того, что мы выдолбили и почистили, хуже не будет, это 100%. Так что если еще раз подойдет, луночка будет уже готова. Смотри, какие они осторожные некоторые личности. Опа. Это я сам. Это я сам. Так, вот так вот. Никогошеньки здесь нет. И что у нас? С живцом. Ага. Порез. Щука ее хапнула. Подергала. И отпустила. Так что цепляем свеженькую плотвичку. Свежую. Вот такую вот свежую. Небольшую, не крупную. Самую вкусную. Так. В принципе, если она рядом, она может уже хапнуть. Но сегодня, я вам скажу, походу клев не очень. Пошел. Ну, давай. Бабаш.
Ты нам еще попадешься, маршрутка. Че, пойдем подергаем еще немножко плотвичек, пока совсем не околеем, и потом уже пойдем дергать окуня. Так, окунь наблеснул у нас. Тоже не горит желанием ловиться. Он пробурил больше 20 лунок. Туда и сюда, до жерлицы еще не дошел. В общем, видел 3 поклевки. Поймал 2 жерличных окушка небольших. И все. Не мелкий, не тем более крупный. Ловиться не хочет. Обычно на блесну успевает только закидывать. Мелочевка долбит на раз-два. Сегодня что-то не хотят. Жерлицы тоже молчат. Плотва тоже выеживается. Видать, перемена погоды, перемена ветра. Все-таки что-то сказалось. Не знаю, что конкретно, но что-то у них пошло не так. Так, была поклевка на блесенку. О, еще. Опа, вот он. Дошел до лунки. Шуга не почищена. Уперся в шугу и сошел. Жерличный окушок был. Оп, еще один. Этот вышел. Вот такие вот мелких окуня. Мелких окуней вот таких вот здесь миллионы. Вот такой вот чуть-чуть покрупнее клюнул окушок. Здесь типа ямки. Поглубже почти на метр. Не знаю. Может быть, они здесь. Но поклевка была такая бодренькая. Сейчас посмотрим. Один он был или стайка здесь. Ну вот, синяя нива, коротыш. Я говорю, следы были с утра. Возвращается обратно. Значит, на тех озерах тоже клев не ахти. Был бы, ловилась бы рыба, так рано бы не ушли. Значит, рыба тоже не ловится. Так, ну что, начало темнеть. Пока мы гуляли в поисках окуня, ни одной сработки, ни одного загара. И пока светло, давайте подведем итоги. Ну, живцов мы половили немножко. Вон полосатых я вижу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 вижу точно. Там может быть на дне еще есть вон. И давайте подведем итоги. У нас сегодняшний день принес вот таких вот 5 зубастых красавиц. Вот таких вот 5. Это около 2, наверное, будет. Это до полторашки, наверное, около полторашки, может кило 400. Ну, эти меньше килограмма. Грамм по 700, наверное. Может меньше, чуть 600. Ну, неплохо, не пусто, и то хорошо. Погода изменилась, изменилось направление ветра и перестало ловиться. Ну, ничего страшного. Жерлицы поднимать не будем, это долго и муторно. Оставим на завтра. Завтра будем поднимать. А там вроде бы загар. Сейчас глянем, может в нашем дружном коллективе что-нибудь добавится. Берем черпак, вроде бы клешню не берем, потому что походу сработала та жерлица, которая уже срабатывала сегодня. Сегодня украли там. Не украли, а сход был. Ложная сработка. Да, флажок сверху.
Вот так. Вот так. Размотала полностью до петли. Это уже хорошо. Это уже хорошо. Ну чё, идешь, пока идет. Пока тяжесть чувствуется. Не крупная щучка, из-за этого и ворует. Вот такая вот щучка. Ха-ха-ха. Брюхатая. По-любому вот так вот тебе, воришка. По-любому и тот живец здесь внутри. И этот живец здесь внутри. Так. Заглотила полностью плотву до желудка. Чё ж ты первый раз-то так не заглотила, а? Вот так вот. Вытащили из желудка двойничок. Убираем. И вот так вот. Ну, еще плюс один, шестая. Так что рано мы подводили итоги. Кто-то меня учил, как жерлицы ставить. Так что поставили мы все правильно, все верно. Обычно я вот даже без живца, вот так вот, без двойника, потому что двойник может куда-то зацепиться, сразу вот проверяю грузиком. Вон все, раз, вот здесь. И потом заматываю это вот до сюда. Так вот. Вот до сюда. И еще делаю оборота 4. Раз, два, три, 4. Груз на дне, живец на дне лежать не будет точно. Так что умничайте на своих водоемах, друзья, товарищи. Здесь мы ловим так, как надо. Так, что цепляем? Давай окушка нацепим. До завтра пусть поболтается. Потому что на окуня здесь тоже клюет. А на том озере, куда я собираюсь, мелкого окуня хоть пруд пруди. А плотвы мало. Или даже практически нет. Так что оставим плотву для того водоема. Ну вот, колобок. Один раз получилось тебе уйти, второй раз никуда ты не ушел. Шестая. Ну вот, совершенно другая картина. Было 5, стало 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Энцгадан. И вчера 3, 9 штук. Опять около ведерочка. Уже будет. Ведро по-любому будет, наверное. Ну, посмотрим потом. Так, и прежде чем он взял с собой новую раколовку книжку, точнее, если лопата есть, прямо здесь, где прикормлены наши плотвички, сделаю майну и закину раколовку. Но прежде чем закинуть раколовку, чисто ради спортивного интереса, посмотрим, начала ли ловиться плотва. Появился ли вечерний клев? Сейчас мы это проверим. Что-то я действительно раньше до этого не додумался. Отверстие нормально. 6 отверстий. Карась лезет, ленек лезет. Голян озерный. Голян речной лезет.
А что плотва-то не залезет, если она есть? Думаю, тоже должна залезть. Единственное, что здесь глубоко, и надо будет очень длинную веревку придумать. Или палку, ну сейчас что-нибудь досообразим. Не, вечернего клёва походу нет. Думаю, дальнейшие мои действия мало кому интересны. Так что давайте будем прощаться. Пока, если не изменится количество щук, потому что, возможно, может быть, еще что-нибудь да сработает. Вот такой вот наш улов на сегодня. 6 штук. В принципе, я доволен. Янцикаден. Этих живцов закинем в тюрьму и будем устанавливать ловушку. Такие вот мои действия на сегодня. Всем, друзья, спасибо за внимание. Всем пока. И до новых встреч на канале Коми Рыбак. Впереди долгий зимний сезон, так что увидимся скоро и увидимся еще не раз. Так, давайте я все-таки покажу установку нашей раколовки. Вот такая вот раколовка у нас. Раз, два, три, 4, 5, 6 входов. Насыпал туда вот мешочек прикормки. Горсть такую. Тутти-фрути. Привязал веревкой. Померил длину. И вот сюда вот по центру палки привяжу ее, чтобы она никуда не делась, так сказать. Вот такая вот полыня страшная получилась. Было немножко страшновато долбить, так как лед еще не совсем окреп. Ну, сантиметров 5 уже есть, как минимум. И все. Подходим сюда. Господи, благословен. Господи, благословен. И вот сюда вот кидаем. Вот он, Титаник наш. Титаник тонет. Глубина здесь, ну, метра 4, наверное, 5, около 5 метров. Даже если есть плотва, то ее не видно. Так, пока еще тонет. Пока еще тонет. Все. Остановилась. Как-то вот так вот. Вот такая вот толщина льда получается. Больше 5 уже, сантиметров 6. Намерзла. И вот так вот установили по центру. Я так думаю, что-нибудь да должно завтра залезть. И обязательное условие, вот это по центру так поставим. И чтобы никто не угодил в эту майну, так вот по периметру выставим ветки. Вот так вот сделаем. Народ уже сюда не попадет. Если совсем только не дурной какой-то народ, который... Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Трещит. Вот так вот. Завтра это все замерзнет, пристынет. И будет все окей. Вот так вот по периметру. Опа. Трещит. Ладно. Не будем испытывать судьбу.
хватит. Главное, чтобы не потеплело. Если не потеплеет, тут все это замерзнет. По крайней мере, вот эти палки уже должны насторожить рыбаков, и они, надеюсь, туда не залезут. Ну, Господи благословен. Посмотрим. Первый раз таким занимаюсь. Завтра посмотрим. Покажет, что и как.